Асыцбал занимает почетное место в рационе питания жителей Абхазии. Этот кисло-сладкий, чаще острый соус присутствует почти на всех застольях и подается в основном к мясу и рыбным блюдам. Поэтому его заготавливают в каждом доме. В Новочемчирском районе в селе Атар-Абхазское промышленным производством национального соуса стала заниматься Камила Квициния, первая в своем деле. Вот с 2013 года занимаюсь производством асыцбал. Я открыла цех, потому что у нас в Абхазии не было асыцбал именно написано на абхазском. Никто не делал раньше. И я решила то, что у нас в Абхазии нет, а сырье есть, все есть. Просто нужно было организовать и запустить цех. Я выиграла конкурс Госкомитет по делам молодежи и спорта. Меня поддержали, проект поддержали. Выделили мне 550 тысяч рублей, я купила необходимое оборудование, цех своими силами построила. Сейчас недавно купили, Министерство сельского хозяйства поддержало. Сейчас разливатель с дозатором купили, этикетировочную машинку купили, еще кое-какие мне должны привезти, я жду. Поддержали меня родители, родственники, зятя, все рядом встали и решили запустить цех. 450 корней алычи было высажено прошлой осенью. Посадка фруктовых деревьев будет продолжена. В июне начнет поспевать алыча, после чего ее начнут изготавливать по рецепту, в котором не так много ингредиентов, но палитра вкуса не оставит равнодушным ни одного покупателя. Представлен асыцбал в двух видах. Это зеленая и красная подлива. Здесь готовят и томатный соус. Каждый из них ориентирован на внутреннего покупателя. Но, как отмечает частный предприниматель, пора уже выходить на внешний рынок сбыта. В данное время мы проводим инспекционную рабочую поездку по селам Очимчирского района. Мы объезжаем участников, которые подавали заявки в участие в ведомственной целевой программе развития сельского хозяйства с 2021 года по 2023 год. Для чего мы это делаем? Чтобы посмотреть, как налажено производство у тех заявителей, которые получили от Министерства сельского хозяйства какую-то помощь. Но на сегодняшний день мы видим, что это необходимо поддерживать такие проекты, так как время меняется, объемы растут, и поэтому надеюсь, что в дальнейшем тоже будет оказана поддержка по этой программе для тех оборудований, которые не хватает сегодня этому производству. Я считаю, что необходимо сегодня поддерживать малый бизнес, тем более в селах, так как мы все знаем, что люди пытаются уезжать из села в город. Если будут такие производства малые в разных селах по переработке, по тепличным хозяйствам, по всем видам, что предусматривает программа. Я думаю, что у нашего населения, у наших жителей будет интерес работать в селе, оставаться в селе. Камила не раз участвовала в агропромышленных выставках и представляла абхазскую продукцию на международном уровне, за что не раз была удостоена золотых наград и грамот. В год абхазский предприниматель производит от 10 до 12 тонн асыцбала. Спрос на него большой, но чтобы расширить производство, необходимо больше оборудования, и сам цех нужно расширять. Только это позволит увеличить объемы экспорта, поделилась Камила. А есть и кто работает, и семья помогает, и родственники помогают. У меня когда сезон в июне, тогда человек 10-15 мне нужны. А так, когда мы полуфабрикат в июне закроем, уже разливаем по бутылкам. Когда по бутылкам уже 3-4 человека могут разлить. Увеличить объемы производства и ассортимент разновидностей асыцбала, а самое главное выйти на российский рынок, будет возможно, если поддержка малого бизнеса будет продолжаться. Тогда и перспективы экспорта абхазской продукции на российском рынке не за горами. Анжела Убилава, Валерия Лакербая, Геджопуа, Очимчира, Информ.